небольшой концерт и небольшую программу из отрывков. Это сцены из разных пьес, разных авторов. Разумеется, не все то, над чем мы работали, мы смогли сюда привести, показать. Программа у нас была очень большая. Мы показывали ее в течение большого и длинного дня в кафедре, днем, вечером. 15 отрывков подготовили ребята по актерскому мастерству. Более 16 педагогов с ними работали, с каждым индивидуально. Но вот какие-то работы мы смогли привести сегодня и показать вам. Художественный руководитель абхазской студии Елена Одинцова перед выступлением своих студентов призывает публику быть снисходительной, ведь ребята еще только ступили на сложный путь познания актерской профессии. Однако уже через пару мгновений после того, как на сцене появляются молодые актеры, становится ясно – зрители увлечены и с большим интересом следят за их игрой. С трепетом сердца, страшной тоской я искал глазами ту женщину, которая бы позволила мне быть ее рабом. Но я был беден и значителен, от меня отворачивались. Мои мечты, мои вздохи пропадали, гасли даром. И вот явилась передо мною вы. Сердце мое забилось сильнее прежнего. Но вы не были жестокой красавицей. Вы не оттолкнули меня. Вы снизошли к несчастному страдальцу, и я счастлив. Счастлив. Бесконечно счастлив. Вы женитесь? Неподдельные чувства героев классических произведений в исполнении студентов-второкурсников смотрелись на сцене органично. Каждый смог выразить себя. Уже сегодня можно судить, кому из них больше удаются романтические роли, а кому более темпераментных и отчаянных героев. Ты думал, что я брошу тебе в объятия? Прости, что я тебя разочаровала. А ты знаешь, я ничуть не разочарован. Увидеть на сцене тех, кто все же решил последовать за мечтой, стать частью театра. Пришли родители, друзья и просто знакомые. В антракте зрители делились впечатлениями, доброжелательно отмечая успех молодых актеров. Это было очень здорово и замечательно. Мне было очень приятно смотреть на ребят. Это была работа проделана просто великолепная. Я в восхищении. Я очень рада. Здорово все у них получилось. Действительно такой маленький уютный зал. Был очень трогательно, ребята действительно зацепили, понравилось, что у них такая поставленная речь, они играли действительно от души. Было видно, конечно, как многие из них переживают, нервничают немножко, но тем не менее, мне кажется, у них все здорово получилось. Особенно публике пришлась по нраву зарисовка из комедии итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо «Человек и джентльмен». Я хочу на тебе жениться. Боже мой, какой же ты странный! Ну подумай, что же мне грех? Что такого особенного между нами было? По окончанию представления студенты отмечали, большую роль в их становлении как актеров, так и творческих личностей, конечно же, играют педагоги. Я пытаюсь пробовать очень многое, то есть это комедия, драма и так далее, то есть мне интересно все. Очень важно, какой будет у тебя педагог, какой материал, подойдет тебе это или нет. И очень много факторов, которые, правда, дают результат. Довольны выступлением остались не только зрители, но и сами герои вечера. Ведь играть дома очень ответственно, но и, конечно, приятно. У нас такой публики не было никогда. У нас всегда была наши щукинцы, наши вахтанговцы, те ребята, которых мы знаем, кафедра наша. А тут публика такая совсем другая. И, очень страшно, как они тебя примут. Это вообще просто было. Но они приняли хорошо, и за это большое спасибо. После того, как закончим учебу, мы останемся на сцене, сегодня говорят студенты, громко отмечая, что призвание выбрано правильно. Амелия Сатурян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.